Оплата проезда беженцев из Украины в выбранные ими регионы России, информирование об их правах и обязанностях, а также получение ими статуса вынужденного переселенца. Эти и другие вопросы обсудили за круглым столом, который прошел во Владикавказе. В нем приняли участие представители Общественной палаты Северной Осетии, ряда министерств и ведомств. Как было отмечено, на сегодняшний день в республике около 1000 беженцев из Украины. Остро стоит вопрос финансирования. Чиновники привели в пример программу «Соотечественники». В соответствии с ней вынужденным переселенцам выделяют деньги из федеральной казны на обустройство жилья. Сейчас она реализуется в 50 регионах России. В Северной Осетии среди них нет. Однако участники совещания подчеркнули, каждый украинский беженец, временно проживающий на территории республики, может обратиться в другой регион. Прежде чем вот этот круглый стол состоялся, мы уже побывали на месте их нахождения в Алагире, побывали в школе, побывали в местах, где они проживают, в семьях, побывали и в Томийске. И посмотрели вообще, как они обустроены, какие у них проблемы, в чем они нуждаются, какие у них дальнейшие планы нахождения здесь, принятия гражданства и так далее, и так далее. Все эти проблемы, они непростые, это обычные житейские вопросы, но их решать нужно коллективными усилиями, именно на основе закона, который сегодня есть в России. Поэтому никакое самовольство не может быть здесь, они должны удовлетворять установленным требованиям. И мы хотим сегодня обратить внимание и властных структур, и общественности, кто каким образом может помочь этим людям, которые действительно бежали с мест военных действий, чтобы стало им уютнее, чтобы они чувствовали себя хорошо.